Телеканал «Якутия-24» продолжает прямой эфир. Это «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Здравствуйте. ОРВИ и грипп атакуют. Десятки классов и дошкольных групп по всей республике закрываются на карантин. Насколько превышен эпидпорог? Кто прав, а кто виноват? Кафе мешает спокойной жизни одного из районов Алдана, но заведение с этим категорически не согласно. На чьей стороне правда? Балет «Корсар» на якутской сцене. Гостеатр оперы и балета готовит к показу этот знаменитый спектакль, когда якутяне смогут оценить постановку. Год на новом месте. Как поживает белая медведица Харчана в Петербурге? Репортаж из Ленинградского зоопарка. Коротко о главном. Обзор наиболее заметных событий и новостей Нерынгринского района. И зимняя сказка. В столице Алмазного края начался первый открытый конкурс ледовых скульптур о тематике и участниках в сюжете из Мирного. Тысячи детей не пошли в школы и детские сады в Булунском Улусе. Из-за непогоды и сильного ветра сегодня отменили занятия в 3 арктических поселках. Не работают и дошкольные учреждения. Сообщается, что скорость ветра там достигает 29 метров в секунду. Температура колеблется от 21 до 36 градусов ниже 0. Ну а видимость всего порядка 200-300 метров. По метеосводке по Булунскому Улусу, значит, у нас на сегодняшний день не учатся дети в поселке Тикси, в поселке Быковский Таймылыр-Кисюр. Численность детей в городских школах 534, в детском саду 337, а в наследах 300 детей, и в детский сад не пошли 38 детей. Отменен женский труд, потому что дети не пошли в детский сад. Некоторые классы в школах и группы в детских садах по Якутии закрываются на карантин из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог превышен на 21%. Ограничения введены в 19 группах детских садов и 23 классах школ республики. Роспотребнадзор напоминает родителям, что при возникновении у детей насморка, кашеля и подъема температуры необходимо воздержаться от посещения организованных коллективов. К другим новостям. Госдума повысила МРОТ с 1 января. Таким образом, минимальный размер оплаты труда поднимется до уровня прожиточного минимума. Это 11 280 рублей. Законопроект об этом принят Госдумой в окончательном чтении. Дополнительные расходы предприятий в связи с нововведением составят 13,7 миллиардов рублей. Повышение на 117 рублей среднее, так как с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате МРОТ может вырасти и больше. Алроса продолжает оптимизировать административно-хозяйственные расходы. Компания более чем на 40% снизила стоимость обслуживания офисного здания, в котором располагается московский аппарат управления Алроса. Цитата. «Наряду с другими мерами разумной экономии мы продолжаем сокращать административно-хозяйственные расходы в тех случаях, когда это не влияет на качество работы. Существенное снижение расходов на эксплуатацию офисных площадей – хороший тому пример». Это сказал начальник административного управления Алроса Сергей Слободин, напомнив, что за последний год компания не только избавилась от избыточного офисного фонда, но также ликвидировала свои представительства в Москве и городе Орле, оптимизировала автопарк и штат транспортного отдела московского аппарата управления. В Москве началась деловая сессия под названием «Инвестируй в Якутию». Республиканское агентство по привлечению инвестиций презентует 13 привлекательных проектов по самым разным направлениям. В агентстве уверены, что на площадке сессии найдут партнеров для реализации этих проектов. С докладом выступил глава Якутии Айсен Николаев. Инвестиционная политика нашей республики нацелена прежде всего на активное привлечение инвесторов, на ускорение технологического развития, на построение цифровой экономики, которая будет обеспечивать промышленный рост и, конечно же, появление новых современных производств на территории Республики Саха-Якутия.
У нас есть очень серьезный задел для такого прорывного развития, для реализации этих целей. Мы сегодня можем сказать, что Якутия обеспечивает 23% совокупного валового регионального продукта Дальнего Востока, 39% частных привлеченных инвестиций, 35% налоговых поступлений в федеральный бюджет от Дальнего Востока идут с территории Республики Саха-Якутия. Мы входим в топ-10 регионов Российской Федерации по инвестициям на душу населения, порядка 400 тысяч рублей на человека, по уровню развития человеческого капитала, который отражает большой потенциал создания в республике отраслей инновационной и креативной экономики. Государственный театр оперы и балета подготовил спектакль «Корсар». Как известно, указом президента России 2018 год провозглашен годом празднования 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа, выдающегося русского балетмейстера французского происхождения. Как идет сейчас подготовка к главной премьере этого сезона, когда якутяне смогут оценить эту постановку, сюжет Дмитрия Тымырова. За кулисами Государственного театра суета и волнение. Здесь вовсю идет подготовка к главной премьере сезона. Балетный спектакль «Корсара» будет показан зрителям Якутии во второй раз. Он у нас уже ставился на нашей сцене. Правда, это было к фестивалю «Стерх» мы делали, тоже посвященный Петипа был, и танцевали ведущие солисты Большого театра, Мариинского театра. Но это был такой совместный спектакль. А сейчас спектакль уже такой уже наш, он будет в нашем репертуаре, танцуют наши солисты. Как отмечает режиссер, постановка получилась очень масштабной. Чтобы воплотить образы дерзких пиратов и работорговцев, потребовались вся актерская труппа театра и студенты балетной школы. Конечно, все силы наших артистов брошены на то, чтобы сотворить это чудо на нашей сцене. Но я хочу сказать, что подготовлено 3 состава главных исполнителей. Они все равнозначные. В основе сюжета одноименная поэма Байрона. Героев балета ждут невероятные приключения. Все партии ведущих актеров в академической постановке Мариуса Петипа. Исполнители главных ролей говорят, данный спектакль особенно сложный. Каждый спектакль сложен по-своему. Где-то по-актерски сложно, где-то технически сложно. Я скажу, «Корсар» более он актерски сложный. Нелегко приходится не только артистам, но и декораторам-оформителям. Пышные костюмы 19 века, сложные декорации и грим. Декорации достаточно сложные. Они объемные, как бы очень большая работа декораторов, бутафоров. Наполненным спецэффектами спектакль из академических постановок. Да? Вот. И оно требует таких больших затрат по декорациям. Жители и гости столицы премьеру увидят 13 и 15 декабря. Создатели спектакля надеются, постановка понравится якутянам и войдет в постоянный репертуар театра. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. В столице Алмазного края начался первый открытый конкурс ледовых скульптур под названием «Зимняя сказка». Свои работы представят мастера из разных районов Якутии. О тематике и участниках в сюжете Марферины Алексеевой из Мирного. Впервые в Мирном проходит конкурс ледовых скульптур. В качестве жюри приглашен народный мастер Николай Степанов. Участниками же стали скульпторы со всей республики. Украсить площадь и побороться за денежный приз приехали мастера со всего Мирнинского района, из города Ленска, Вилюйска, Якутска и Намцев. Всего участие принимают 6 команд. В каждой команде по 2 участника. Задача скульпторов – изготовить 2 ледовые композиции. Первая – конкурс-сюрприз, о котором участники узнали только по прибытии. Это изготовить из 3 ледовых блоков символ года. Вторая – самая главная композиция. На ее изготовление предоставляется 4 дня. Тематику ледового произведения скульпторы определяли сами. Нам удалось узнать тему некоторых будущих композиций. Ну, это вы увидите как-нибудь потом. Над основной работой как бы дня 3, наверное, подумали. Ну, я нарисовал. Там уже идея не как здесь, просто с интернета, а там уникальная как бы работа. Авторская как бы. Это как Пауланхо у нас. Ну, как бы Нургун Батур, эпос. И там он берется вот главным, ну, как монстром, можно сказать. Ну, посмотрим, как будет, получится. Сказка это для взрослых, это Новый год и рождение чего-то нового. У нас будет с рождением что-то связано. Ну и вдохновляюсь вот этим, наверное.
В итоге на главной площади Алмазного края будет 12 ледовых скульптур. Хотелось бы отметить, что погода сегодня благоволит. Буквально 2 дня назад было 40 градусов, сегодня же минус 22. В субботу будут известны результаты конкурса фестиваля. Команды победителей будут награждены кубками, памятными дипломами и денежными сертификатами. Приз за лучшую ледовую скульптуру составит 100 тысяч рублей, второе место – 80 и третье – 60 тысяч рублей. Марфирина Алексеева, Кирилл Шолохов, Мирный. Далее коротко обзор наиболее заметных событий и новостей Нерюнгринского района. Добрый вечер. Сегодня, 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в Нерюнгринском районе проходят Дни Чурапчинского улуса. Впервые в истории сотрудничества Чурапчинский улус прибыл в Нерюнгри такой большой делегацией – 180 человек, чтобы еще ближе познакомиться с Южной Якутией. Первый день встречи был посвящен обмену опытом с подписанием соглашений в части сотрудничества в разных отраслях – сельского хозяйства, культуры, образования. Второй день начался с выставки достижений Чурапчинского улуса 2018, на которой была представлена сельскохозяйственная продукция, изделия народных умельцев и мастеров декоративно-прикладного искусства. Там же представители аграрного техникума, работающего более полувека, рассказали о нововведениях и поделились планами на будущее. В рамках деловой программы 12 декабря состоялся круглый стол по вопросам взаимодействия по обучению и трудоустройству молодых специалистов из Чурапчинского улуса на предприятие Нерюнгри. Из Чурапчинского улуса прошли обучение более 34 безработных граждан. Из них вакансии Якут-Угля 9 человек. Из 9 человек 5 в настоящее время закрепились, трудоустроились. К другим новостям. Чем заняты нерюнгринские каякеры зимой, сегодня узнавал наш коллега Сергей Козюра. Водный туризм у нерюнгринцев на особом счету и является излюбленной формой активного отдыха. Этому способствует место расположения города, природа и наличие горных рек, пригодных для сплава. Некоторые в погоне за острыми ощущениями пошли еще дальше и пересели на каяк. Но прежде чем выходить на открытую воду, необходимо знать как минимум базовые упражнения. Для этого весной в Нерюнгри была открыта школа каякинга. У нас есть инструктора, те люди, которые умеют это все, покажут, расскажут. Особенно мы молодежь хотели бы привлечь студентов колледжа, института, потому что это захватывающий и экстремальный вид спорта, где есть, чтобы сердце защемилось. 3 дня в неделю в бассейне спорткомплекса «Шахтер» проходят занятия по каякингу, посетить которые может любой желающий. Базовые упражнения для каякера – эскимосский переворот, правильная работа веслом и не только. Недостаточно того, чтобы просто делать эскимосский переворот. Нужно еще тренировать вестибулярный аппарат. Одно из упражнений вот такое. Нужно делать кувырки под водой. Такими событиями запомнился сегодняшний день. Оставайтесь в эфире Якутия-24 и будьте в курсе всех событий вместе с нами. Сейчас короткая пауза, меньше 1 минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части нашей программы. Кто прав, а кто виноват? Кафе мешает спокойной жизни одного из районов Алдана. Заведение с этим не согласно. На чьей стороне правда? Ровно год как на новом месте. Как поживает белая медведица Харчана в Петербурге. Репортаж из Ленинградского зоопарка. Теория и практика от коллег по цеху. Для предпринимателей в Якутске организовали бесплатные мастер-классы в рамках выставки «Бизнес-экспо». Это Якутия-24, прямой эфир, программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. Сегодня 12 декабря, день празднования принятия Конституции. Глава региона Айсен Николаев обратился к якутянам с поздравлением. Он пожелал крепкого здоровья, счастья, мира и новых достижений на благо Отечества. Цитата: «Якутия, являясь неотъемлемой частью огромной страны, сохраняет и укрепляет мир на своей земле, бережет исторические традиции и духовные ценности предков. Вместе со всей Россией мы делаем все, чтобы наша страна процветала и люди уверенно смотрели в будущее, жили достойно и счастливо, реализуя свой потенциал в самых разных сферах», сказал глава Якутии Айсен Николаев. Праздничные и тематические мероприятия, посвященные этой дате, проходят повсеместно.
К примеру, в Якутске о том, что такое Конституция и для чего она нужна, рассказали школьникам и студентам в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Учащиеся узнали, что Якутия была одной из первых суверенных республик, которая подписала федеративный договор. Для ребят в музее провели также лекцию и квест по основам Конституции. В мультимедийном парке «Россия. Моя история» прошло цикл мероприятий, посвященный ко дню Конституции Российской Федерации. Дети, участники 5, 6, 7 классов и также первокурсники прошли экскурсию, и в данный момент они прослушали лекцию конкретно касательно истории Конституции Российской Федерации и вообще понятия гражданской идентичности россиян. 642 тысячи рублей ущерба взыскал с юридических лиц по делам о незаконной вырубке леса Алданский районный суд. Как сообщает прокуратура, компания «Нордголд» занималась незаконной вырубкой леса на общей площади более 5 гектар, причинив ущерб на сумму свыше 430 тысяч рублей. Аналогичные факты рубки леса допустила компания «Леспром» при проведении ремонтных работ автодороги Томмот-Иллымах. Она вырубила более 2,5 гектара, сумма ущерба 212 тысяч рублей. Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50% скидкой. Это в случае, если уведомление о штрафе пришло в почтовое отделение позднее срока. Оплатить штраф можно будет в суде или в ГИБДД в зависимости от того, кто выносил постановление. Соответствующие поправки в КоАП были разработаны после обращения в Конституционный суд одного из муниципальных депутатов, который получил уведомление о штрафе с опозданием из-за Почты России. В итоге суд обязал исправить закон таким образом, чтобы скидку можно было восстановить. Кафе мешает спокойной жизни одного из домов в Алдане. Уже полгода шумное заведение вызывает возмущение граждан. Однако жалобы пока ни к чему не приводят, а представители этого кафе в свою очередь говорят, что это технический шум в пределах нормы. На чьей стороне правда, узнала наш корреспондент Татьяна Вахнина. Крепкий сон для Людмилы Нечипорук является роскошью. Ночную тишину разрывает гул. Так говорит Людмила Давыдовна. Работают холодильники в кафе, которое расположилось под ее квартирой на 1-м этаже дома по улице Октябрьской. Гудит, да, гудит. В ночное время невозможно. Вот так ухо прикладываешь к подушке, и гул стоит, вот прямо гул стоит. Сын Людмилы Давыдовны Дмитрий отдыхать почти научился. Главное найти точку, в которой гул агрегатов не столь ощутим. От хлебосольного соседа страдают и другие жильцы. Даже входная дверь они не могут придержать, когда выходят. Бабах, даже стекла дребезжат. Шум представляет основное беспокойство от кафе. Нарекания у жильцов вызывает мусор в подъезде, а также запахи. У нас уже и в квартире эти запахи. Уже скоро страшно будет, да, детей на улицу выпускать, потому что собаки за тобой будут гнаться. Предприниматель Елена Фролова в курсе претензий, предъявляемых к ней жильцами. Однако их сути она не понимает. В кафе идет только торговля. Готовая продукция привозится из цеха. Подъездом сотрудники не пользуются. Запасной вход закрыт. Нет, это не наш мусор. Свой мусор мы вывозим самостоятельно, то есть это нету нашего мусора. Что касается технического шума, он, по словам Елены, не раздражает даже сотрудников, которые находятся в кафе много часов. Под холодильники установлены антивибрационные прокладки. Коврики подставили резиновые, а приходят, шумят. Мы подставили потом мягкие коврики, шумят. Мы потом вот эти вибрационные подушечки подставили, но шум продолжается. Я не знаю, какой шум. Отчаявшись достигнуть договоренности с предпринимателем, родные Людмилы Давыдовны обратились в надзорные органы. В квартире были сделаны замеры шумов. Произведены замеры шума в дневное и ночное время у этого жильца. И по тем замерам, которые были проведены, превышение гигиенических нормативов не зарегистрировано. На сегодняшний день только один жилец жалуется на шум. Других претензий к этому кафе на сегодняшний день нет. Проверка также прошла в кафе. По результатам лабораторных испытаний все производимые в кафе шумы в среднем вдвое ниже предельных допустимых норм. Что гудит в квартире и когда в комнатах воцарится желанная тишина, все вопросы остаются открытыми. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.
В Ленске прошел Всероссийский день приема граждан. Участие приняли главы района и города, их заместители, а также депутаты районного совета. Прием вели в порядке живой очереди. Обращения у ленчан были по различным проблемным темам. Сообщается, что все вопросы от граждан взяты под личный контроль главы города. Образ известного героя многих якутских преданий Тыгына Дархана обсудили писатели, ученые, деятели культуры и искусства. В Республиканском медиацентре прошла пресс-конференция. Единомышленники смогли рассмотреть философско-методологические основания отражения образа Тыгына и обсудили фильм о нем. Ленту сейчас снимают по мотивам произведения Василия Яковлева с 2015 года. Идут завершающие съемки. Лента повествует о традициях и укладе жизни народа Саха того времени. Цель картины – максимальная реконструкция времени правления Тыгына по роману Яковлева, который был создан в результате труда этого писателя как историка и ученого. Снимали мы 7 улусах. Планы у нас продолжаются. Уже завершение фильма. Постпродакшн называется, да? Будут делать озвучку, монтаж. Это очень огромная работа. 40% производства фильма, да, занимает постпродакшн. Прокат выйдет в 19, желательно в 2019 году. Планируем и хотим, потому что вся республика ждет. 4 бесплатных мастер-класса для предпринимателей проводят в Якутске в рамках выставки «Бизнес-Экспо». Это обучение по производству одежды, кузнечному делу, переработке и производству мясной продукции, также производству ювелирных изделий. Сюжет Кристины Якуповой. 2 дня обучения, познавательная программа от преподавателей. Мастер-класс по производству одежды знакомит предпринимателей с новыми технологиями. В течение 2 дней мы проводим по интересной программе очень большой объем работы. Наши мастера производственного обучения и преподаватели будут проводить очень много занятий теоретического и практического направления. Анна Махарова – одна из основательниц бренда детской национальной одежды. Узнала о проведении мастер-класса через социальные сети и сразу же записалась. Считает, что получать знания о новых швейных технологиях и обмениваться опытом коллегам по цеху необходимо. Такие мастер-классы, они нужны, во-первых, не то, чтобы овладеть какой-то методикой, да, они, мне кажется, на первый взгляд, самое главное – это нетворкинг, это знакомство с такими же предпринимателями, узнать, какие у них проблемы есть, как-то объединяться, общаться. Разработать дизайн, изучить драгоценные камни и изготовить ювелирное изделие. Все это и не только можно было на мастер-классе по ювелирному производству. Большинство начинающих предпринимателей пришли узнать обо всех этапах творения красоты. Конечно, новичок в этом деле. Я хочу просто узнать технологию. И вообще это все, как это все это делается, узнать как настоящую кухню изготовления. Это внешне, конечно, все красиво, но труд за ним стоит очень такой существенный. В Якутии за последние годы отмечается резкий рост национальных производителей. Наибольший потенциал имеют как раз ювелирное производство, а также пошив одежды с национальными элементами. Все это и не только будет представлено на выставке «Бизнес-Экспо», которая откроется в Якутске уже 14 декабря. Кристина Якупова, Илья Сыромятников, Якутск. Как поживает медведица Харчана в Санкт-Петербурге? Как все знают, ее чуть больше года назад из якутского зоопарка Ортодойду передали в город на Неве. С тех пор питомица значительно выросла, но по-прежнему остается озорной и любопытной. Насколько изменилась жизнь Харчана, в репортаже Айсены Бурнашовой из Ленинградского зоопарка. Вытянутая мордочка, длинная шея и огромные подошвы ног. За год проживания в Петербурге Харчана заметно подросла. При этом, как отмечают сотрудники зоопарка, вместе с внешними данными у медведицы изменились и повадки. Так у Харчаны появились новые привычки. Например, поваляться в редком петербургском снежке. Ей не очень. Лучше бы сейчас снег бы падал, было бы лучше. Наконец у нас, можно сказать, второй снег в этом году выпал, так что его можно набрать и кинуть ей в клетку. Кроме того, вы видите, что у нее вся клетка, там, где бассейн, покрыта льдом, и она на нем катается, как с горки, по прямой.
Со снегом у Хаарчаны связаны самые важные вехи в ее жизни. Первый выход в свет в Ортодайду и даже приезд в Ленинградский зоопарк сопровождался густым снегопадом. Поэтому имя у медведицы отнюдь не случайное. Многие называют ее Снежинкой, но те, кто с ней работает, все-таки мы называем натуральным именем. Хаарчана как-то прижилось, пусть оно необычное. Но она же у нас не единственная из Якутии, да, у нас есть корова, бык, они тоже носят якутские имена, и никто их не переименовал. А Сахая, корову так зовут якутскую, она стоит на детском зоопарке вот там, и бычка зовут Мааны. С наступлением зимы Хаарчану ограничили в растительном питании. Основной рацион составляет рыба и живые корма. Хоть медведица и растет, но до сих пор обитает во временном вольере. Предварительно сообщалось, что переезд в просторный комплекс «Белые медведи» состоится еще этим летом. Сотрудники зоопарка уверяют, технические проблемы связаны со строительством бассейна. Там оказалось гораздо больше проблем. Бассейн у нас с 1937 года. Капитального ремонта не было ни разу. Даже после войны его не ремонтировали, только восстановили эти разрушенные стены. Поэтому, к сожалению, мы вот не успели. И сейчас, наверное, до весны все это растянется, потому что, сами понимаете, зимой сложно. По всей видимости, Хаарчане пока уютно и комфортно в ее нынешнем трехкомнатном домике. Здесь помимо спальни и игровой также расположена комната с бассейном. Впереди зимние морозы, а значит, наступит самое лучшее время для медведицы. Она так наслаждается. Ей очень нравится. С утра вот ей туфлетку насыпали бочками. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на канале Якутия 24 и будьте всегда в курсе.